Ну, сегодня вот в рамках общероссийской тренировки, которая уже продолжается у нас на протяжении 3 дней, то есть начали мы тренироваться с 21 числа, и сегодня у нас 3-й день тренировки, мы проводим практическую отработку действий аварийно-спасательных служб, пожарных подразделений и всех взаимодействующих структур по ликвидации аварийной ситуации. По легенде, у нас произошел взрыв бытового газа в жилом здании. В здании находились люди с частичным обрушением и возгоранием в одном из помещений. По практическим мероприятиям пожарные провели разведку, эвакуировали, спасли 2 пострадавших с применением специальных средств. Дальше было осуществлено проветривание помещений, и уже спасатели регионального поискового спасательного отряда и аварийно-спасательной службы города Сыктывкара производили спасение пострадавших с использованием альпинистского оборудования. В целом все подразделения справились с задачей. Время составило даже менее, чем планировалось, то есть отработали на высоком профессиональном уровне, что вы сами сегодня увидели, и мы вам смогли это продемонстрировать. А какие нормативы прибытия спасателей скорой газовой службы? Ну, согласно нормативных документов, первые подразделения должны прибыть в рамках городского округа, это не более 10 минут. Но так как у нас ближайшее пожарное подразделение находится на расстоянии здесь полукилометров, поэтому первые пожарные подразделения прибыли через 1,5 минуты к месту происшествия. А в результате условного вот этого взрыва погибшие были? В результате условного происшествия погибших не было, то есть всех мы спасли пострадавшими, передали в карету скорой медицинской помощи, где им оказана была первая медицинская помощь, а также психологическое обеспечение сотрудниками главного управления.